У нас на связи из Израиля Ростислав Шварц, руководитель отдела онлайн-медицины международного медицинского портала DocLand. DocLand – это крупнейший портал по подбору лечения за рубежом. Сегодня портал работает в режиме онлайн-клиники. В Израиле DocLand работает на базе клиники Топасута. Клиника Топасута давно сотрудничает с Республикой Абхазия. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Израиле? Ситуация. В Израиле месяц назад ввели строгий карантин, уже второй карантин. За последние полгода. Ввели его, так как число инфицированных поднялось до 8 тысяч в сутки. Для такой маленькой страны с населением всего лишь 9 миллионов это вопрос непростой. Сейчас, 3 недели после того, как ввели карантин, есть драматический спад. Инфицированных больных стало намного меньше, от 800 до 2000 в сутки. Поэтому мы сейчас выходим с карантина, но очень постепенно. Пока вернулись только детские сады, небольшие предприятия, выход будет сделан сейчас очень постепенно. Это говорит о том, что карантинные меры принесли результат? Да, карантинные меры принесли результат. Они принесли результат и в первом карантине тоже. У нас же разбит карантин на 2 части. Был первый, как и у всех, в марте месяце. Он принес дикий успех, потому что, правда, закрыли все герметично, даже не давали выйти из дома, скажем так, от 100 до 1000 метров. После того, как был большой успех, было примерно 30 случаев в день, решили все открыть. Но, к сожалению, решили открыть все сразу, а не постепенно. Поэтому мы сейчас находимся в хуже ситуации, находились 3 недели назад, чем находились в начале эпидемии. Как сейчас израильская медицина справляется с COVID-19? Израильская медицина вообще одна из самых лучших в мире, это не секрет. Врачи больницы справляются очень хорошо. Если нет, конечно, такой нагрузки, которая была месяц назад. Вообще больницы входили в эпидемию с явным недостатком медперсонала во всех терапевтических отделениях, израильских больниц. Организация борьбы с ней вообще оказалась на высоте, не говоря уже о профилактических мерах и разъяснительную работу, которую принял наш Минздрав. Скажу о том, что касается в первую очередь медиков. Медики получили все необходимое, это однозначно. Не случалось такого, чтобы чего-то не хватало. Буквально с первых же дней начала эпидемии открыли отделение короны, которые буквально за 10 дней заработали. Переоборудовали отделение самой высокой степенью защиты. Были установлены самые современные аппараты для дистанционной проверки больных. Видеокамеры, телевизоры, мониторы. Построили спецлифт для инфицированных. Каждая палата была полностью изолирована от остальных. И установили даже отдельные, не связанные друг с другом кондиционеры. Так что эпидемию мы, в принципе, встретили готовы. И тем не менее вспышка была. Какие-то еще трудности испытывали израильские врачи? Вроде бы подготовились, но были ли какие-то проблемы, изъяны? Самая большая проблема была в количестве зараженных. Правительство очень боялось, что не будет хватать аппаратов ИВЛ, не будет достаточно медперсонала. Поэтому очень много всего перешло на онлайн-медицину. Например, запись к врачу, она идет строго или по телефону, или по приложению. Онлайн-консультации стали проводить семейные врачи, детские врачи, чтобы просто пациентам не надо было приходить, особенно пациентам, которые находятся в группе риска. Например, было установлено устройство дистанционного тестирования компании Taito, если не ошибаюсь, которая разработала устройство дистанционного тестирования, которое позволяет проводить физическое обследование, включая прослушивание сердца, легких, брюшных полостей. Устройство также позволяет фотографировать поражение кожи, проводить тепловые пульсовые обследования, уши, горло, все. Кстати, пациент это все получает с доставкой на дом. Все делается, чтобы пациент не выходил из дома. Также есть возможность получить лекарства курьера, или самостоятельно заказать очередь в аптеке, чтобы не стоять со всеми. Можно приобрести цифровой прибор, который проверяет даже анализ мочи дома. Результат, кстати, теста получается очень быстро.
Сбор анализов, пациенты, которые не хотят приходить сейчас в больницу или в поликлинику, заказывают себе сбор анализов на дом. То есть делается максимально все, чтобы пациент оставался дома, несмотря на его плохое самочувствие, ему помогают дистанционно. Конечно, где это возможно. Где это невозможно, его зовут в больницу. Но без того, что он получил разрешение приходить в больницу от своего, скажем так, онлайн-врача, он не приходит. Поэтому это все очень сильно помогает не распространять коронавирус, а с другой стороны, те, кто не должен быть в больнице, а может получать лечение дома, получает лечение дома. Онлайн-медицина – это что-то новое для Израиля? Вообще сейчас онлайн, да, как вы знаете, все сейчас переходит на онлайн. Наши с вами покупки в том же магазине, возможно, покупки, работа, которая стала больше для людей из дома. Сама онлайн-медицина началась в Израиле не благодаря эпидемии, она началась пару лет до эпидемии, но вместе с этим Израиль встретил уже эпидемию готовы, потому что мы, например, занимаемся онлайн-медициной уже свыше 4 лет, но это больше для зарубежных пациентов, поэтому были достаточно готовы, это не что-то новое, потому что и до этого количество покупок онлайн и сервисов онлайн было довольно высокое, но сейчас оно, конечно, бьет все рекорды. Эффективность израильской медицины, она уже доказана, и тем не менее вам не удалось избежать распространения COVID-19. В чем все-таки проблема? Кто знает Израиль, Израиль распределен на секторы. Что значит секторы? Есть ортодоксальный сектор, имеется в виду религиозные евреи, есть арабский сектор и есть светский сектор. Окей? В двух секторах, как арабский и ортодоксальный сектор, отнеслись к эпидемии очень легкомысленно. То есть продолжали быть встречи в синагогах, продолжалось учение в ешивах, несмотря на то, что правительство запретило больше, чем 2-3 молящимся находиться вместе. Вот. Поэтому эти сектора, скажем так, была основная угроза Израиля, да, то, что они продолжают собираться вместе и не слушать то, что предлагает Минздрав. Светский сектор больше пошел на уступки, да, соблюдает дистанцию, да, остается дома, да, больше делает заказы онлайн, да, не делает какие-то свадьбы. Поэтому сейчас, на данный момент, Израиль распределен на красные и зеленые города. В основном красные города, да, и красные города это понятно, там, где больше всего инфицированных ковидом. Это ортодоксальные города и зеленые города, в которых находится больше светское население. Там есть больше, скажем так, упростили выход из дома и покупок и всего остального. Это самая основная причина, то что люди просто из этих секторов в основном, не могу сказать, что все, но в основном не слушали, что просьбы Минздрава. Вот, поэтому мы сейчас находимся там, где мы находимся. Это раз. Два, то, что правительство, как я и сказал, открыло все слишком быстро. Если бы правительство открывало сначала садики, дало этому 2-3 недели, подождало, посмотрело, что нет какой-то вспышки. После этого открыли школы. Также подождать 2-3 недели. Мы, я думаю, были бы из тех стран, которые уже успешно могли бы победить ковид. Но не получилось на этот раз. Если для Израиля это второй этап развития заболевания COVID-19, то для Абхазии это вот первое столкновение, можно сказать, с пандемией. И у нас есть эта проблема призвать людей соблюдать средства защиты, не собираться в местах массового скопления. И свадьбы. Я не знаю, сколько человек в Израиле собираются на свадьбу, а у нас бывает от 1000 и выше. И на самом деле это рассадник COVID-19. Как вам удалось до людей достучаться, чтобы люди поняли? Смотрите, те, которые понимают, что это не теория заговора, то, что это настоящая эпидемия, которая забирает много жизней, особенно людей в группе риска, пожилых людей, людей с заболеваниями.
с ними было легче. Для всех остальных есть очень большие штрафы. Бизнес, который открыл свое дело, получает штраф. То есть, если, например, люди захотели провести где-то свадьбу, и это место, ресторан или что-то еще приняло их, значит, это место понесет огромный ущерб в размере $1000. Если кто-то вышел из дома без маски, он может получить штраф от $1500. Это огромные суммы для всех, неважно, где кто живет. Поэтому люди думают два раза, когда они выходят из дома, вышли они с маской, правильно ли одета маска. Даже если маска одета неправильно, скажем так, доходит до носа, человек может получить штраф в размере от, скажем так, $500 до $1500. Конечно, бизнес гораздо больше. Такие меры успешно работают. Последние полгода очень много полиции, очень много солдат ходят и проверяют, заходят практически в каждый магазин. Никто, конечно, не ощущает это, что происходит что-то незаконно. Все просто понимают, что хотят справиться чем быстрее с этой эпидемией и вернуться к обычной жизни. Поэтому люди больше и больше соблюдают. Кто боится штрафов, кто просто берет личную ответственность на себя и за своих близких. У всех у нас есть пожилая мама, папа, бабушка, никто не хочет, чтобы с ними что-то произошло. Поэтому те, кто это понимает, носят маски, и никакие штрафы им не надо бояться. Те, кто это не понимает, как те же места заведения, которые открывают для свадьб, или синагоги, то им грозит очень большие штрафы и, конечно, уголовное дело. Когда вы сказали про штрафы, я вспомнила случай, когда несколько лет назад мы были в Израиле со съемочной группой. Как только мы садились в машину нашему другу Майклу, он говорил: подготовьте $300. Это значит, если вы не пристегнуты, не имеет значения, даже если это заднее сиденье, вы за это платите штраф. Видимо, так достучаться до сознания людей легче. Да, я тоже много где бывал в разных странах, никто не относится к этому так серьезно, как мы. Могу сказать, к большому сожалению, я получил такой штраф, потому что на заднем сидении моей машины сидел кто-то, кто не пристегнулся, и я за это понес полную ответственность. Во время пандемии изменилась ли медицина в Израиле? Очень, очень изменилось. Как я и сказал ранее, все, что могло перейти на онлайн, очень сильно перешло. Если раньше были огромные очередя в травмпункты, в больнице, сейчас их практически нет, потому что в основном те, кому не надо приходить в больницу на эти сильные головокружения, какие-то головные боли, они остаются дома и лечатся с врачом онлайн. Нужны лекарства онлайн. Могу дать свой пример. Пару недель назад я не мог встать с кровати из-за того, что очень заболела спина, я просто не понимал, что происходит. Я обратился в клинику, у меня была консультация с врачом онлайн, он показал мне примеры, которые мне надо делать, и прислали также лекарства домой. После того, как я сделал эти примеры, которые он сказал, и принял лекарства, мне не надо было никакой больше помощи. В обратном случае, если не было, скажем так, эпидемии, и мы бы так не продвинулись, скорее всего, я бы пришел туда, потратил очень много времени, сидел бы в очереди и ждал врача. Поэтому израильская медицина очень сильно сейчас изменилась в плане онлайн-медицины. Даже из этой ситуации вы извлекли пользу. Да, мне, во-первых, не надо было идти в больницу, а сейчас я очень не хочу идти в больницу, несмотря на маски и все остальное, я очень за всем слежу. Я смог это сделать дома, да, за мной следил врач, как я делаю и что я делаю, поэтому мне очень сильно помогло. Ростислав, как вы думаете, пандемия повлияет, отразится на будущем человечества? Хороший вопрос. Я думаю, что в плане услуг онлайн во всех сферах изменится навсегда. Покупки, заказы, консультации, что мы больше привыкли делать физически, будут переходить на онлайн. Многих работа из дома, да, многие бизнесы послали своих работников работать из дома и ждут их ждали вернуть их первое время. Сейчас я не думаю, что многие из них вернутся работать из офиса, потому что многие работодатели поняли, что работа никак не становится хуже, когда люди работают из дома, намного.
Она во многих случаях становится лучше. Кроме этого, работники работают больше часов. Поэтому будущее человека будет выглядеть по-другому. Не значит, что оно будет выглядеть хуже, но оно будет выглядеть по-другому. Возможно, в дальнейшем мы сможем больше проводить времени дома со своей семьей и вместе с этим не менее эффективно работать. Также все, что связано с походами таким врачам, как к психологу, психотерапевту, тому же ортопеду, к которому я обращался, это все походы, которые больше не будут происходить. Поэтому в этом плане пандемия повлияла в хорошую сторону на будущее. Это, по моему мнению, то, что я вижу сейчас. В какой-то момент появилась активность взаимодействия между израильской медициной и абхазской. Были некоторые согласования, встречи, подписывали договора. Я надеюсь, это будет